Традиционно с началом года в России вводят изменения, которые напрямую касаются каждого гражданина. Сферы и отрасли разные. Основные изменения произошли в сфере ЖКХ, налоговой системе, штрафах, по правилам дорожного движения и так далее. Наш корреспондент Розалия Борисова по порядку и подробнее об основных и главных изменениях с начала 2016 года. Законодательные новеллы коснулись всех сфер жизни. Увеличились налоговые вычеты и штрафы за нарушение ПДД. Ужесточились требования к автомобилистам и управляющим компаниям. За долги по счетам отберут права и обяжут к исправительным работам. С 1 января должников поставили на счетчик. После 30-го дня просрочки размер пени увеличится. С 3-4 тысяч до 10-15 увеличен штраф за самовольное подключение к электротеплосетям, нефти и газопроводам. Отсутствие счетчиков начало сильно бить по карману, но у жителей республики еще есть время установить приборы учета. Регионы имеют право принять решение о поэтапном переходе к данным нормативам. В связи с этим правительством Республики Саха-Якутия принято решение воспользоваться данным правом и принять окончательное решение о введении данных повышающих коэффициентов в течение 2016 года. В строке платы за капремонт появились льготники, инвалиды первой и второй группы, а также семьи с детьми-инвалидами будут платить 50% от суммы. Также 50% скидку получат одиноко проживающие граждане в возрасте от 70 лет. Полностью освобождаются от взносов те, кому исполнилось 80. Но для этого регионам нужно внести соответствующие изменения в закон, а пока формируются списки льготников. На сегодняшний день сталкиваемся с таким моментом, который на самом деле достаточно сложный, что как нам определить и как нам найти этих одиноко проживающих собственников с возрастом 70-80 лет. К нам уже обращаются такие граждане, вот, в частности письменно, которые представляют подтверждение своего возраста, представляют свой лицевой счет. И фактически получается, что на сегодняшний день это единственный путь для того, чтобы определять этих людей. Таким образом, для формирования нового списка необходимо подать письменное заявление с указанием возраста и свидетельством о праве собственности. С этого года налоговые вычеты для семей с детьми-инвалидами стали больше в 4 раза. Раньше эта сумма составляла 3000 рублей, с этого года 12 тысяч. Опекунам детей-инвалидов первой и второй группы увеличили с 3 до 6 тысяч рублей. Годовой же размер дохода для получения детских налоговых вычетов увеличен с 280 до 350 тысяч. Нововведение позволит существенно уменьшить размер подоходного налога каждого родителя. Часть дохода в размере вычета не будет облагаться НДФЛ. Нововведения коснулись и имущественного вычета. По всей России собственникам квартир придется ждать 5 лет. Однако в республике установлены свои сроки. На сегодня вопросы задают налогоплательщику по поводу внесения изменений по предоставлению имущественного вычета по продаже квартиры. Да, и считают, что данный вычет распространяется до 5 лет, но принят закон о налоговой политике Республики Саха-Якутия, где указано, что имущественный вычет по продаже имущества составляет 3 года, а не 5 лет, как в других субъектах Российской Федерации. Малый бизнес с 1 января ушел на надзорные каникулы. Предприятия с выручкой меньше 800 миллионов рублей в год и штатом до 100 человек не будут подвергаться плановым проверкам в течение 3 следующих лет. Но не все забудут о проверках. Компании, работающие в сфере образования, медицины и социального обслуживания, остались без отдыха. С этого года с водительского кресла пересядут на пассажирское должники. С 15 января водители задолженностью по штрафам за административные правонарушения, алиментами, возмещению за причинение вреда здоровью ограничили в праве управления автотранспортом. Сумма задолженности должна составлять не менее 10 тысяч рублей. Снова пересесть на водительское кресло можно будет только полностью погасив задолженность. По предварительным данным, по всей стране без права управления автомобилем останутся более 300 тысяч злостных неплательщиков. Однако нововведения не коснутся инвалидов, а также граждан, ухаживающих за людьми с ограниченными возможностями. Пожалуй, самая приятная новость – скидки на штрафы. С 1 января автомобилисты могут существенно сэкономить. При уплате административного штрафа лицом, привлеченным
административная ответственность за совершение административного правонарушения не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа. Административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается в полном размере. Но в ГИБДД уточняют, скидки доступны не всем, а за грубые нарушения ПДД, управление машиной в нетрезвом виде, а также за повторное нарушение скоростного режима штраф взимается, как обычно, 100%. Розалия Борисова, Нургана Егорова, Иван Семенов, Якутия. День за днем.